Кто завязал Гордеев узел между исполкомом и Народным собранием? И кто этот узел разрубит? Избиратели со всех населенных пунктов автономии собрались в пятницу 1 июня перед зданием исполкома, чтобы как-то помочь политикам выйти из тупика и разобраться в сложившейся ситуации вокруг предстоящих выборов в законодательный орган Гагаузии. 19 мая Народное собрание большинством голосов назначило дату выборов, обозначив 29 июля датой выборов. Народное собрание утвердило 6 из 9 членов ЦИК. Однако исполнительная и судебная власть под давлением господина Формузала сегодня блокировала работу ЦИК, и поэтому выбор отодвигается на неопределенное время. Обвинения сыпались со всех сторон, как из уст депутатов, так и от жителей автономии, которые пришли сегодня на этот митинг, чтобы выразить свое недоверие властям. И меня привело, чтобы я хотел именно исполкому задать вопрос. Мы из Ферапонтика, и у нас, словаки были лидерами. И вот за 2011 год категорически не расплатили ни с кем. Сделали в прошлом году скважину, но акт передачи еще Формузал вот не решается давать никак. Обманывает людей. На собраниях был, все передаем. Как уходит, все, ничего не передаем. И вот пришли насчет этого, чтобы услышали, увидели. Были, несколько раз были, тут уже что-то сдвигов нету. Ну, я думаю, любой житель Гагаузии, кто знает, что уже на носу выборы, что они должны состояться, наверное, ждет этого, и вдруг они блокируются. И вот каждый бы хотел сегодня услышать из первых уст высокостоящего руководства, почему не будут своевременно проводиться выборы, чтобы нам честно ответили. Наши власти вообще не думают о народе. И они только о себе думают, делят свои портфели, а о народе набирают кредитов, о народе вообще ничего не думают. Я хочу то, чтобы власть взялась за ум. И то, чтобы оно пришло к единому мнению, и взялось за то, чтобы обеспечить народ работой и денежным содержанием. Анна Харламенко в своем выступлении отметила, что Народное собрание сделало все возможное, чтобы выборы состоялись в срок. Однако нашлись люди, которые, по ее словам, сорвали выборы. Главной властью является народ, продолжила свое выступление председатель Народного собрания. И сегодня мы пригласили вас, чтобы посоветоваться и получить от вас наказ, который обязуемся выполнить. Согласно Конституции, именно так и прописано, что народ – главная власть. Я вам скажу, что неправда то, что сегодня винят в этом только Народное собрание. Мы назначили дату выборов правильно. Сегодня я всем задаю вопрос. Назовите мне, пожалуйста, статью и положение закона, которые мы нарушили. Никто эту статью не называет. Или же называет ее умышленно, для того, чтобы ввести в заблуждение. Дата выборов была назначена правильно. Представителей от Народного собрания было 7 человек. Демократические альтернативные выборы. За каждого голосовали отдельно. Исполнительный комитет представил нам 3 кандидатуры своих, и судебная инстанция, апелляционная палата представила своих 3 кандидатуры. Мы по закону имеем право определять, как голосовать за Центр избирком. Персонально или списком. Ни в одном законе не написано, что списком. Только само Народное собрание определяет, как голосовать. Мы решили, что голосовать будем за каждого в отдельности. И почему мы так сделали? Потому что 4 года назад то же самое сделало Народное собрание под руководством Мессера и так далее. И дальше, предыдущие годы, то же самое сделали другие председатели. Мы ничего абсолютно не нарушили. Собравшиеся раскритиковали действующую власть Гагаузии, потребовали отправить в отставку всех членов исполкома и Башкана и сразу же после этого объявить новые выборы в Башканы автономии и в законодательный орган Гагаузии. Вы знаете, каким образом подписывался бюджет на 2012 год, когда 2 или 3 месяца не давали заработные платы. Башкан в это время где-то отсутствовал, не знаю, болел, уходил в отпуск или все, но тем не менее ни разу не приходил в Народное собрание, ни разу не защищал бюджет. Знаете ли вы, что Формузал за 6 лет сменил 5 партий? Он все партии предал. Он обошел всех в Кишиневе. Везде был по 1 году членом партии. Кидал одну партию, вторую, третью. Сейчас не осталось партии. И он решил свою создать. Ничего у него не получится. Он позор Гагаузии. Сегодняшний день Башкан Гагаузии не только к коммерческим структурам относится негативно, но и к таким организациям, как общественные организации, которые приносят только пользу людям. Все услуги в этом социальном центре должны были предоставляться бесплатно.
Но Башкан Гагаузии посчитал, что данный центр будет направлен лично в его цели, назначая директором данного социального центра депутата Народного собрания Арманджи. Он заведомо ставит крест на этом проекте. Меня выбирали, я с первого тура набрал 72%. Но тогдашней власти не понравилось это, я был неугоден. Я даже взял газету «Единая Гагаузия». Это когда нас выбирали, меня, Ваню Мардаря. И вот что говорит Михаил Макарович. Это его слова. А в будущем, сказал Михаил Формузал, в связи с высказанным вслух опасением, что избранных депутатов суд может не признать, если удастся заручиться поддержкой депутатов, мы и вовсе придем к тому, что полномочия новоизбранных депутатов подтверждались лишь Центральной избирательной комиссии Гагаузии без задействования утратившей доверие судебной системы. А теперь они сами же в судебную систему жалуются, что мы не депутаты, ни Мардар, ни я. Хотя это уже с 2008 года я участвовал во всех сессиях Народного собрания, ни одну не пропустил. В отличие от сторонников Формузала, которые в год один раз появляются, и то сейчас появились, когда надо назначать выборы 2 раза подряд. Представители исполкома, в свою очередь, говорят, что и сам митинг, и требования отставки Михаила Формузала всего лишь предвыборная акция. Что касается возможных требований, просьб там, или еще чего-то, связанных с отставкой Башкана или исполкома, каждый человек вправе сегодня высказывать свое мнение, свое видение по поводу личностей, структуры власти или других каких-то там организаций. На митинге была принята резолюция, в которой митингующие выразили свое недоверие Башкану и исполнительному комитету Гагаузии, а также выставили требования из 18 пунктов. Заместитель муниципального совета города Камрат Василий Нейковчин объявил о создании комитета по защите Гагаузии, в состав которого вошло 14 представителей из 3 районов автономии. Напомним, что выборы в Народное собрание Гагаузии назначены были на 29 июля, а регистрация кандидатов, согласно законодательству, должно было начаться за 60 дней до голосования, то есть 29 мая этого года.